Поступила новая заявка. Бабушка живет в Новосавиновском районе. Адрес я вам дам. Нужно позвонить ей, уточнить, какой перечень продуктов ей нужно купить. С раннего утра в волонтерском центре «Мы вместе» кипит работа. Заявки поступают со всего города. Обычно это просьба пожилых привезти лекарства или купить продукты. Алло, здравствуйте, Зинаида Дмитриевна. Это волонтеры. Вчера с вами связывались. Я к вам вот сейчас буду выезжать. Хотел бы уточнить, какие продукты вам сразу заехать купить. Добровольцы помогают всем – многодетным семьям, людям в сложной жизненной ситуации, маломобильным и пожилым. Именно они чаще всего заказывают доставку еды и лекарств на дом, чтобы минимизировать социальные контакты. Учитывая, что особо заразный штамм омикрон уже в Татарстане, добровольцы во всеоружии. Пятая волна у нас отличается от предыдущих 4. До этого мы активный уклон и активную работу вели именно в больницах Республики Татарстан, занимались лекарственными препаратами и продуктами первой необходимости. То есть сейчас наш уклон переключается больше уже на государственные аптеки и, конечно же, поликлиники, на первичное звено. Пожилые, которые сейчас на самоизоляции, могут позвонить по номеру движения «Мы вместе». Звонки принимают с 9 утра до 6 вечера по будням. Мы все видим приближение омикрона, и понятно, что усиливается работа волонтерских штабов, которые, заметим, работают без остановки, просто где-то чуть меньше объема получается. Сейчас, конечно, они возрастают, потому что есть и общее переживание у нашего старшего поколения, которое старается оставаться дома, поэтому им требуется чуть больше помощи по доставке продуктов первой необходимости. Большая часть студентов Казанского государственного медицинского университета сейчас помогает именно в красной зоне временных инфекционных госпиталей. На самом деле помощь оказывается колоссальной именно в практической сфере здравоохранения. Волонтеры помогают как самому медицинскому персоналу, так и пациентам. 19-летний Никита Яров – волонтер почти 3 года. Когда началась пандемия и срочно потребовалась помощь, он не остался в стороне. За время работы подшефные стали для него по-настоящему близки. У многих уже из нас появились свои подшефные семьи, в том числе и у меня. У меня есть свой подшефный пенсионер. Его зовут Рафаэль Хабибулович. Мы с ним почти каждый день, можно сказать, созваниваемся по телефону, просто узнаем друг у друга, как у вас дела. И таких историй немало. Выезжая по заявке, волонтеры всегда имеют при себе перчатки, маски и санитайзеры. Узнать их легко. У них ярко-красная одежда с изображением синицы. Единственной птицы, которая прилетает тогда, когда остальные улетают. Волонтерский центр ежедневно принимает до 70 заявок. В основном это обращения, касающиеся поставки медикаментов. Но есть и те, кто заказывает продукты питания на дом. В основном это хлеб, молоко, сладости, масло и другие социально значимые продукты питания. Добровольцы оставляют у дверей или вешают на ручку пакеты, по телефону сообщают, что продукты на месте, и не уходят, пока не убедятся, что покупки забрали. В самый пик пандемии волонтеров было почти 7 тысяч. Сейчас у студентов сессия, поэтому свободных рук не хватает. Добровольцы призывают всех неравнодушных присоединиться и делать добро вместе. Тагир Валиди, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.